Идет поколение Г. Все, оно пришло. Оно ставит галочки и любит ставить лайки. Оно проповедует, оно проповедует другую систему ценностей, другую журналистику, другое отношение к жизни. И это тоже проблема. Это о новом поколении журналистов, но хуже не писатель, хуже читатель. Сегодня, когда статьи и репортажи сопровождаются анонимными комментариями, зачастую агрессивными и оценочными, время говорить о потере моральных ориентиров всего общества. У нас очень агрессивное общество, лишенное моральных ориентиров. А мы в этой ситуации должны все-таки какие-то рэперные точки расставить, что такое хорошо, что такое плохо по отношению к человеку. Есть темы, в которых журналист просто обязан проявить этику. Они касаются чести и достоинства личности, его репутации и личной жизни. Но в погоне за рейтингами сегодня наблюдается другая картина. Пока мы не перейдем к осознанию того, что качественная журналистика все-таки должна где-то найти себе дорогу, пробиться и выживать, пока не уйдем от количественных критериев, это тоже будет все серьезно мешать. Информационный голод у нас. А что мы в этой ситуации должны делать? Придумывать. Вот и появляются все эти вещи. Анонимность средств массовой информации в социальных сетях сегодня в тренде. И зачастую подобные комментарии провоцируют и приводят к другой реакции. Делать это позволяют и современные технологии. Правила работы в средствах массовой информации, в электронных, не выработаны. Никто, и вот, пожалуйста, мы слышали коллег, никто не знает, что делать с этими комментариями маргиналов, которые всю свою злобу и там пишут черти что об известных людях. Это все ставится, никто ничего не проверяет. Фактически, действительно, вот что делать с этими комментариями? Где регламент? И сегодня действительно вопрос с комментариями на законодательном уровне не отрегулирован. Тут срабатывает только субъективный подход редактора – публиковать или нет. В законе действительно есть пробелы, но стоит ли его ужесточать? Тоже вопрос. Я против ужесточения любого законодательства, господа. У нас очень жесткое законодательство. Есть проблема белых пятен в законодательстве. В том числе мы-то с вами находимся в рамках очень жесткого, очень урегулированного процесса. У нас все очень жестко, поверьте мне. И Роснадзор, и все там структуры, и уголовный кодекс, и административный, и гражданский. Все нас регламентируют. Спикеры сошлись во мнении. Нужно сформировать такую информационную среду, где совершать неэтичный поступок для журналиста было бы непрофессионально и по-человечески стыдно. Альбина Аслагараева, Александр Лобанов, ТНВ Казань.